Здравствуйте! Вы смотрите «Актуальное интервью» в студии Валерия Наумова. Сегодня день знаний. В новом учебном году за парты сели 148 тысяч школьников региона, в том числе 16 тысяч первоклассников. Какие общественные детские организации действуют в школах, чем занимаются школьники помимо учебы, расскажет гость студии Геннадий Охлопков, председатель Союза детских общественных объединений Республики Саха-Якутия. Геннадий, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, как организуется конкурс на грант головы и какие проекты в этом году были, что называется, в фаворе? Ну, во-первых, конечно, сегодня радостное событие. От имени нашего движения хочется поздравить всех школьников, родителей, педагогов с началом нового учебного года. И, соответственно, начинается активная деятельность детских общественных объединений. И мы ждем от них, конечно же, смелых инициатив, отличных решений, чтобы содержательно прошел новый учебный год. Вообще грантовая поддержка местных инициатив – это основной тренд развития нашей страны, потому что, на мой взгляд, это одно из самых эффективных и правильных инструментов, когда мы говорим о поддержке инициатив населения, потому что должны выживать те инициативы, которые предлагают новые модели, правильные подходы для того, чтобы решить те или иные социальные проблемы. В этом отношении наше движение тоже не отстает. Мы ежегодно представляем различные проекты на федеральный уровень, на республиканский уровень. И вот на днях мы узнали, что наши ребята, детские объединения из 6 муниципальных районов стали в числе победителей гранта главы на развитие институтов гражданского общества. Для нас это очень ценно, потому что, привлекая ресурсы, мы можем консолидировать ресурсы и общественных институтов, и образовательных организаций, и самих способность ребят на то, чтобы, формируя команды, решали какие-то различные проблемы. Но, конечно же, мы в основном упор делаем на развитие личности ребенка, да, чтобы с малых лет они пробовали себя в различных сферах деятельности, тем самым приобретали социальный опыт и нарабатывали свои навыки. Ну а расскажите, какие проекты в этом году стали фаворитами? Радостно отметить наши объединения из Нюрбинского района, Нюрбереля, или же организация Вилюйского луса, Бюлюкескеля. Или же одна из таких динамично развивающихся детских объединений – это «Юный горожанин» города Якутска. Вот те ребята, они сегодня находятся в числе самых лучших, и они предлагают в основном содержательного плана различные мероприятия по патриотическому воспитанию, по развитию добровольческих направлений и различные истории, которые сегодня интересны для наших детей. Ну, детское движение в основном, конечно же, они сегодня предлагают различные мероприятия, какие-то позитивные истории, которые могут привлечь внимание наших ребят, чтобы они не ушли в какое-то негативное направление. Давайте поговорим, насколько большая и обширная география участников и какие проекты стали лучшими. Я хочу отметить, что ежегодно грант главы проводится в масштабном таком формате. И, конечно же, представляются различные общественные объединения, в том числе и детские объединения. В этом году мы активно ведем работу по нашим ресурсам центра, который поддерживает детские и молодежные социальные инициативы. И мы стараемся обучить наших лидеров, наших педагогов, чтобы они на местах все-таки умели правильно формировать команды и формировать проект для подачи федеральных или в республиканских грантовых конкурсах. Поэтому в этом году количество у нас увеличилось, тем самым и качественно мы показываем результативный эффект. И надеюсь, что эта работа будет продолжена, и не только 6 грантов будут побеждать, да, но и другие, потому что и в федеральном формате мы себя проявляем. Например, на днях стало известно, что наш тоже лидер из Верхневилюйской детской организации «Самого» стала победителем своей номинации в федеральном конкурсе грантов. Поэтому такие позитивные моменты тоже имеются в нашей деятельности. В каждой школе организовано свое детское движение. Какими общими целями они объединены и в чем их различия?
В 2013 году мы создали единое детское движение нашей республики и предлагаем, конечно же, трехуровневую программу для наших ребят, чтобы они все-таки на основе программы консолидировались, объединили свои усилия, но задача государства — создавать условия для реализации детских инициатив. То есть не диктовать сверху, да, не спускать все готовое детям, а чтобы инициатива шла именно от детей. То есть приоритеты ставят сами же дети, каким направлением, орбитом деятельности заниматься, определяют тоже сами дети при поддержке взрослых. Но, конечно же, безусловно, есть те направления, которые поддерживаются государством, которые приветствуются и которые находятся в актуальных задачах наших объединений. Это добровольчество, это вожатская деятельность, это экологическое просвещение, это правозащитные детские объединения и те объединения, которые сегодня направлены на развитие традиций, культуры, обычаев наших народов, которые проживают в республике. Поэтому по этим направлениям, конечно же, ведется усиленная поддержка со стороны государства. И я хотел бы отметить, новым трендом учебного года станет поддержка отдельным грантом главы Республики Саха-Якутия инициатив детских общественных объединений. С 2022 года эта работа будет введена через Министерство образования и науки нашей республики. И изюминка в том, что сегодня, конечно, детские объединения не могут наравне со взрослыми НКО конкурировать. И второй момент, контингент лидеров, активистов детского движения каждые 3 года меняются. То есть появляются новые кадры, и, конечно же, нужно тут обучать. И очень надеемся, что вот новый грант для развития детского движения, он будет полезен, чтобы активизировать работу именно на местах. А расскажите, сколько детей охвачены детским движением и как ведется координация работы объединений? Работа ведется на уровне муниципальных районов, городских округов через координацию деятельности учреждений дополнительного образования. Да, и в этом отношении районы очень нас поддерживают, потому что все-таки дети находятся в районах, дети сегодня обучаются в школах, и поэтому упор должен быть сделан именно на сторону районов. Да, и сегодня, как показывает исследование, сегодня детским объединением, детским движением занимается более 100 тысяч детей. Они объединены более 700 детских общественных объединений разной направленности. И здесь, конечно, есть и многопрофильные, есть и узкопрофильные, например, одно направление, как главная деятельность ведется, да, или же, например, ученическое самоуправление, клубы по интересам, да, это и добровольческие отряды и так далее. То есть все совокупности, в основном вот социальной активности сегодня в республике занимается свыше 60% детского населения. То есть все-таки большинство ребят, можем сказать, что они задействованы в общественной жизни школы, района, республики. А расскажите, в каких городах нашей республики наибольшее количество детей задействовано в таких вот проектах? Ну, конечно, безусловно, в крупных районах и отслеживается большая динамика. Это безусловно. Но с другой стороны, когда мы насчитываем количество наших объединений, конечно, мы стараемся смотреть именно на содержательную работу наших организаций, потому что формально членствовать — это одно, а вести активный диалог, да, войти в содержательные какие-то истории и предлагать новые механизмы, проекты, проводить мероприятия — это другое. Поэтому невозможно сказать, что этот район сегодня находится в лидерах, потому что кто-то, например, ведет активно вожатскую деятельность, кто-то сегодня ведет очень хорошо проектную деятельность и так далее. Поэтому здесь и видна роль и наших взрослых организаторов детского движения. Где-то усиленно ведется большая работа. Например, вот в городском детском движении работает целая команда, которая ведет вот активную работу школьников. Или же, например, вот Вилюйский район, где работает 4 человека и сформирован отдел развития детского движения. То есть усиленно в этом отношении идет продвижение. Поэтому невозможно сказать, здесь лучше вот различные аспекты, там есть и, конечно же, свои лидеры. Расскажите, а была ли идея создать какую-то одну большую организацию?
Сегодня законодательство Российской Федерации и вообще ценностные устои такие, что сегодня невозможно создавать какую-то одну единую организацию, потому что и Конституция Республики Саха-Якутия, Российской Федерации говорит о том, что каждый желающий гражданин имеет право на создание своего объединения, создать вокруг себя единомышленников и так далее. Поэтому и в какой стране живем, такая и детская среда, то есть Российская Федерация, внутри есть регионы, есть и муниципалитеты и так далее. Поэтому сегодня детские объединения, они создаются по усмотрению сверстников, самих детских сообществ. Поэтому мы со стороны государства должны создавать условия, поддерживать, чтобы все-таки инициативные люди вышли из школьных парт, потому что слишком сверху все это организовывать, это неправильно, потому что каждый человек с малых лет должен активно участвовать в жизни общества, наследия, социума, тем самым приобретая социальные пробы, социальные навыки. Тогда только мы получим полноценного гражданина, инициативного, который может что-то изменить в этом мире. Расскажите, как вы оцениваете эффективность работы детских организаций? Так, эффективность – это очень серьезная тема, потому что, конечно же, мы, как взрослые люди, которые работают в государственных учреждениях, сегодня это Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне», и наш союз детских общественных объединений ведет эту работу под руководством двух министерств. Это Министерство образования и науки нашей республики и Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям. Поэтому, конечно, у нас есть и свои KPI, да, по каким критериям мы оцениваем деятельность. Но это, конечно же, первое. Это деятельность, которая охватывает большое количество запросов, интересов наших ребят. Во-вторых, это все-таки, чтобы они инициировали свои мероприятия, свои действия, свои проекты на основе деятельственного подхода, да, а мы, конечно же, смотрим, чтобы не только там присутствовали какие-то отдельные маленькие флешмобы или какие-то акции, а важно, чтобы они строили свою деятельность на основе программной деятельности, да, чтобы отслеживалась динамика, рост, развитие и так далее. И в-третьих, наверное, мы смотрим те условия, меры, которые принимаются главами муниципальных районов и городских округов. То есть какие условия серьезно создаются, чтобы удержать педагогических кадров, да, чтобы было комфортно работать старшему вожатому или педагогу-организатору, чтобы тиражировать их опыт, да, чтобы мы привлекали различные ресурсы для того, чтобы сегодня создавать благоприятные условия для развития наших детей. Потому что школа – это одно, когда мы ведем какие-то определенные стандарты, а сегодня должна быть и сама встречное движение, которое готово решать проблемы, которые встречаются в нашей жизни. Поэтому не всегда нужно смотреть только на государство, а важно самим все это организовывать и какие-то моменты, наверное, решать на своем уровне. Поэтому здесь такие критерии в основном ведутся за основу для того, чтобы оценивать эффективность наших детских объединений. Спасибо вам большое, Геннадий. Благодарю вас. Мы разговаривали с Геннадием Охлопковым. Это председатель Союза детских общественных объединений Республики Саха-Якутия.